بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наконец-то наступил этот день, когда я сделаю то, что уже годами собирался сделать. Познакомить вас с самим собой. Решение это принято, исходя из нескольких факторов. Во-первых, люди уже многое обо мне говорят и очень часто говорят вещи, не соответствующие действительности. Чтобы это исправить, мне нужно о себе рассказать. Так, чтобы не было слишком хорошего мнения обо мне или слишком плохого. Я постараюсь быть максимально откровенным и точным. Во-вторых, у меня в планах делать видеообзоры на различного рода личности, которые меня интересуют. Интерес мой бывает мотивирован разными вещами. Есть личности, которые мне по-настоящему интересны, и я им симпатизирую. Есть люди интересные, симпатизирую в общем, но там что-то не нравится, и это нормально. А есть люди, которые мне сильно не нравятся, но я за ними слежу. И вот, чтобы иметь моральное право о ком-то говорить, по-настоящему полное моральное право, я и так его имею. Но вот чтобы вот прежде всего перед самим собой, чтобы было вот так вот комфортно. Ну и люди тоже имели право сначала оценить меня, а потом уже тоже как бы дать мне возможность оценивать других. Вот такие две причины для того, чтобы я вот так вот посвящал целые видеообзоры своей персоне. Я думал над тем, что я буду говорить, принял решение, что как минимум 3 видео я запишу. Первое будет посвящено вот это вот моему исламскому становлению. Второе будет посвящено моей нации и моим взаимоотношениям с ингушами. И третье будет посвящено моим взаимоотношениям с чеченцами. Потому что, опять же, мой контент, немало всего, посвященного чеченцам. И вот у людей возникают разного рода вопросы ко мне, которые я хочу расставить все точки над «и». Максимально возможным образом. И для того, чтобы этот максимум довести до максимума, у меня в планах сделать видео, а потом делать у себя в телеграм-канале эфиры, посвященные обсуждению снятого видео. То есть будет снято вот это первое видео, мы его обсудим, люди зададут вопросы, получат ответы, так будет со вторым, так будет с третьим. Конечно же, будет очень жесткая модерация, естественно, которая будет основываться на моем, естественно, понимании шариатского адаба. Вот. Сейчас же мы приступим к видео, посвященному моему становлению как мусульманина. Так, welcome. Я родился в Украине, и сразу забегая вперед, скажу, что я прожил там большую часть своей жизни хронологически. Родился в семье ингуша и осетинки матери. Об этом я достаточно подробно остановлюсь в следующем своем видео. Пока же это просто вот констатация такого факта. Здесь же главное сказать, что моя семья была, можно сказать, светской. То есть никаких прямых, каких-то четких проявлений ислама в семье не было. Все люди, мы говорили друг другу, что мы мусульмане. Никто в семье не читал намазы. Все, что я помню, что меня обучили родители, точнее мама даже, насколько я помню, это произносить бисмилля во время еды и алхамдулилля по окончании. И я даже не помню, что... я знал, что есть Аллах, что Мухаммад посланник его, но то, чтобы меня вот обучали шахаде, такого я не помню тоже.
Все это сильно изменилось, когда 11 апреля 1992 года умер мой дядя, родной брат моей мамы. Он разбился в автокатастрофе, да помилует его Аллах. Кстати говоря, удивительная вещь. В этот же день женился мой отец второй раз. Мы на следующий день вылетели самолетом, приехали. Ну, естественно, он уже был похоронен. Но я застал все наши похоронные обряды. И мы знаем, что вот концентрация всего ингушского, она там, на похоронах. Я увидел это все и был очень сильно этим впечатлен. Мне сильно понравились наша иерархия, наше разделение полов, роли, которые берут на себя мужчины, женские роли, что они заняты своими делами, что мы своими делами, что я был привлечен к обслуживанию стариков. Мне это нравилось. Нравилось знать свое место и проявление почтения к старшим. Кстати говоря, очень интересно смотреть на лик наших стариков. Я сегодня уже, имея большой жизненный опыт, говорю, что лица стариков других национальностей не имеют того отпечатка почтения, которым окружены наши старики. Это та вещь, которую мы должны беречь, потому что она исключительно прекрасна. Вот. Короче говоря, я был этим всем поражен, заряжен. Я как раз в период становления подросткового, это все совпало. Я накупил литературы. Все было, в общем-то, национального характера. Исламской литературы, естественно, в те времена вообще не было никакой практически. Я поехал к деду в Яндере, к отцовскому, отцу отца. И он меня научил совершению намаза. Это мое первое перевоплощение. Вот так произошло мое первое соприкосновение с исламом. Очевидно, она носила такой эмоциональный характер с очень большим таким национальным колоритом. Опять же, национальное мы оставим на потом. Пока же скажем, что вот я вот такой заряженный. Это интересный эпизод. Человек, который научился делать намаз, для которого в те времена было шафитское мнение, что прикосновение к женщине нарушает омовение. И с вот этим вот всем я приезжаю домой в Украину, и мама решает меня привлечь к своим бальным танцам. Я их люто ненавидел, но тем не менее через «не хочу» меня заставляли туда ходить, пока я уже не вырос и там наотрез отказался ходить туда. Это такой штрих. Как я сказал, мой вот этот первый такой сопряженность моя с исламом, она носила эмоциональный характер. Ну и суфийского толка. Здесь тоже я сделаю отступление, скажу, что я участвовал в суфийских зикрах дважды на похоронах моего дяди и потом бабушки, которая, опять же, его смерть ее подкосила. И она, по-моему, через 2 года умерла. И там я тоже участвовал в кунтахаджитском зикре. А моя родня по отцу, они аудинцы, Ауди и Мурдях. У них там головами как бы трясут. И там я участвовал 1 раз в такого рода зикры, но там колоссально. На 5 часов меня унесло. Я настолько долго махал этой головой, что в какой-то момент я, находясь в стоячем положении и махая головой, у меня сознание куда-то улетело. Ну и больше никогда этого не повторял.
Ну что, в общем, как я сказал, вот это мое знакомство с исламом носило эмоциональный характер. Все, что основано на эмоциях, не на каком-то размышлении осознанном, оно имеет свойство затухать. И, конечно же, процесс потухания у меня начал происходить потихоньку. Это все я пока в Украине нахожусь, и тут же я взрослею, я ищу свое место, э, осмысление, смысл жизни, вопросы предопределения, которые меня буквально терзали, и на которые я ответа не находил. Это мою веру очень сильно ослабляло. И второе, крайне важное, это то, что у меня присутствовал интерес. Я хотел знать ислам, но никакого надежного источника для получения знаний в литературе не было. То есть я был один мусульманин на всю свою округу, на весь район. Поддержки никакой нигде не было, приходилось самому читать. Читать не было что, кроме, опять же, книг, написанных атеистами. У них была там такая концепция, что Мухаммад, конечно же, великий, конечно же, гений, конечно же, но. Вот он жаждал общения с Богом, годами ходил в пещеру, уединялся там, и вот из-за того, что он так сильно этого жаждал, вот эти видения к нему начали приходить, вот такие вот помутнения, в общем, разума. И эти мысли, они легли в мою голову. Я с этими сомнениями жил годами. Опять же, я себя немножко оправдываю в том плане, что у меня другого источника не было, и избежать этих сомнений невозможно было, в принципе, как я понимаю. Вот. Еще одно важное отступление. Я рос без отца, по большому счету, потому что, опять же, развелись, он жил там, я жил здесь. И меня воспитал Джек Лондон. Я ему за это искренне благодарен. Он мне привил лучшие мужские понятия о жизни. Он мне привил благородство, такое великодушие, мужественность, стойкость в преодолении трудностей и дружба. И даже в отношении женщин у него были прекраснейшие рассказы, просто шедевральный, на мой взгляд, рассказ «Мужество женщины», советую. Тоже, опять же, очень большое влияние на меня имели. И отсутствие пошлости в его трудах вообще прекрасная вещь. Все его рассказы об взаимоотношениях между мужчиной и женщиной носили возвышенный характер. Никакой пошлятины. Поэтому я вот советую своим детям читать его и буду советовать дальше другим. В отличие от других авторов. Это одна сторона. Другая сторона, что я еще и сильно увлекался философией. Из всех философов я выбрал себе Ницше. Это сильно легло на мою вот эту вот ингушскую вот мужественность, Джек Лондон еще. И Ницше довел это до максимума, до абсурда. Я еще был сам по себе такой человек лидерских качеств. Везде выделялся, везде был в лидерах. Ну, и его идеи сверхчеловека, они во мне воспитали в каком-то смысле монстра. То есть никаких прямых последствий я никому не причинил, но я же знаю свое внутреннее состояние, вот это вот свое безумное уже на сегодняшний день самомнение, самолюбование. В общем, было что-то такое ужасное на самом деле было у меня. Я человек, который 90-е годы, как-никак, в наших войнах и все такими вещами всякими занимаются. И, алхамдулиллах, правда, когда я к нашим авторитетам обратился, будучи готовым на, в кавычках, великие свершения, мне сказали: сиди дома, учись. Я благодарен за это. Вот в таком я состоянии нахожусь. И в мою жизнь входит Достоевский,
которого я читал в школе, но его не оценил, выбросил книжку «Преступление и доказание». Я ее начал читать, выкинул буквально. Потом вот несколько лет прошло, я вот опять же Ницше поначитался. И как раз в нужный момент я читаю «Преступление и наказание» как раз по тематике. И эта книга произвела на меня колоссальное впечатление. Она меня, нельзя сказать, что она меня изменила, но она меня заставила задуматься над собой. Вот прям сильно задуматься. И в это время в моей жизни появляется Анвар. Об этом в следующем блоке. Кто такой Анвар? Анвар – это брат, крымский татарин, который приехал в Одессу, поступил в тот же вуз, в котором я учился. И там он решил в окружении высмотреть мусульман. Меня было высмотреть очень легко, потому что даже ведя джахилийский образ жизни, я носил тюбетейки всегда. И тогда я носил войнавские тюбетейки, они, конечно, выделяются, и сразу тебя можно где-то увидеть. Менты, кстати, меня тоже хорошо видели. Потому что увидел меня, познакомился со мной, пригласил к себе. В общем, потом мы с ним очень близко сдружились и провели с ним очень много бесед, вследствие которых он смог меня, можно сказать, усилить в исламе, устранить многие мои сомнения, а какие-то сомнения нет. Но какой-то из день я к нему прихожу, он уходит на занятия, я остаюсь у него и копаюсь в его книгах. И то ли ручка мне нужна была, то ли что, я открываю шухлядку, смотрю, что в дальнем углу этой шухлядки лежат книги, завернутые в целлофан, черный, скрытые. Удивился, ну ладно. А я фанатик книг, достаю, открываю одну из них и начинаю читать. И получаю интеллектуальный шок в позитивном смысле. Такое вот буквально бух, с большим таким облегчением. Я увидел, что мусульмане обсуждают вещи, которые меня терзают буквально все последние годы. И я там нахожу удовлетворяющие меня ответы, что предельно важно. Книги эти оказались книгами шейха Такиюддина Набхани, рахимахуллах, основателя партии, исламской партии Хизбут Тахрир. На тот момент в Украине эти ребята вели скрытый дават, не выявляли себя. Ну и Анвар в том числе. Анвар приходит с занятий, видит меня за этими книгами, весь такой в шоке. Но потом уже деваться некуда, пришлось раскрыться, все рассказал. Я его попросил отвезти себя в Крым, чтобы более знающие люди дали мне свои знания. Вот. А Хизбут Тахрир и моем отношении к ним я отдельно к концу уже более подробно остановлюсь. Здесь же скажу, что на тот момент это объяснимо, потому что дефицит исламского вообще всего большой. И первое, с чем ты столкнулся, что дало тебе ответы на твои вопросы, это вот их книги. Анвар едет в Крым, договаривается, что там меня принимают. Через несколько месяцев я собираю вещи и еду в Крым. Вот эта вот поездка, именно поездка в поезде, это нечто колоссальное в моей жизни. Потому что в поезде я читаю книгу «Картинки из жизни сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Это книга, которая меня просто очистила, на мой личный взгляд. Вот. Я со своими взглядами вчера еще и после книги. Это нечто. А говорю здесь, что Анвар в моей жизни был первым молодым человеком, который, рассказывая мне о посланнике Аллаха,
саллаллаху алейхи слезился, плакал даже. Ну, иногда слезы там, глаза были наполнены водой. Очень часто, иногда даже слезы скатывались. И для меня это было первый мой опыт. Я не понимал этого. Думаю, я еще, кстати, вот, только-только отошедший от нитшанства, только-только вот националист, ингушский, вот этот вот, ядрёность такая, и тут здесь какие-то сопли, слезы. Я этого не понимал, ну, конечно же, понял впоследствии, понял, какая духовная сила вообще за этими слезами стоит. Но опять же, это потом. Для этого нужен свой опыт, чтобы эти вещи понять. И этот опыт пришел мне с чтением этой книги «Картинки жизни сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Ты читаешь, ты знакомишься с жизнью людей, что важно, первое, которые сами не получают откровения, которым ангелы не сходят к ним. Это такие же люди, как ты. И их пример для меня стал очень важным в жизни. Потому что вот планка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, она недостижима изначально, в принципе. Это человек, которым прямым образом руководит Аллах. А эти люди, конечно же, с баракатом от посланника Аллаха, но тем не менее они люди. Своими ошибками. И я люблю сподвижников по сегодняшний день вместе с их ошибками. Вот эти ошибки их мне очень дороги тоже. Потому что они мне дают возможность не отчаиваться и видеть пример для подражания. В общем, я читал эту книгу настолько увлеченно, что даже когда в 11 часов ночи выключается свет, вот тусклый такой свет остается. Вот я читал при этом свете. Всю ночь. И вся моя подушка была совершенно мокрая от моих слез. Это невероятное состояние, по которому я очень сильно скучаю. Она больше в таком виде никогда не приходила ко мне. Потому что провести всю ночь в этом состоянии – это нечто. Так, эпизодически, конечно, какие-то порывы с тобой бывают, но вот так вот меня никогда больше не разрывало. И эти слезы меня вот буквально очистили. Я как будто заново рожденный был. Просто ты родился заново. И вот в этом состоянии я приезжаю в Крым, знакомлюсь с братьями, они мне, опять же, как я сказал, я о Хизбут Тахрир отдельно проговорю в самом концу, когда буду о разных джаматах свое мнение говорить. Здесь же скажу, что да, я с ними очень плодотворно провел месяц, насколько мог, максимально получил знания от них. И вот такой заряженный я возвращаюсь в Одессу. Мне хочется нести знамя призыва. Я его несу на самом деле. То есть мое окружение, кстати говоря, на тот момент состоящее 90% чеченцы были. С одной стороны, а с другой стороны, я буквально ходил на разные христианские собрания, и православные, и там баптистов я посещал, и свидетелей Иеговы, с адвентистами виделся. Даже нашел евреев, которые вели обрядность еврейскую, но вот типа христианами были в вероучении. Даже туда добрался. Везде задавал очень сложные, конечно же, вопросы, на которые, по большому счету, не получил ответа, но там на призыв мы не откликнулись. А в обычной жизни, альхамдулилля, у меня есть хорошие результаты. Аллах благословил меня этим результатом. Через меня 4 христианина стало мусульманами. Одни из них еще умудрились своих бабушку с дедушкой мусульманами сделать. 70 лет, 72, если не ошибаюсь, года им было. Правда, дедушка потом дважды уходил, один раз ушел, потом я поехал, его вернул в ислам, и он все равно ушел и умер неверным. А бабушка, альхамдулилля, осталась мусульманкой, и мы ее даже похоронили на мусульманском кладбище. Вот такие результаты. И тут же, опять же, чеченская братва. Недавно разговаривал с одним из них, человек на лет 10 старше меня.
Вот он мне говорил, что в те времена ты на меня повлиял, и благодаря тебе я исправился. И так в чеченской среде, опять же, этой ограниченной моей, мне дали кликуху «Святой Ингуш». Конечно же, я с этим не согласен, не был ни тогда, ни тем более сейчас. Тем не менее, такой вот эпизод был. И сегодня, смотря на себя в прошлое, я понимаю, что в какой-то момент из-за того, что я вот такой хороший весь, вот такой я правильный, есть такая болезнь, я ее сам называю высокомерие праведника. Это то, что меня постигло. И с этим, по всей видимости, моя золотая эпоха закончилась, и в мою жизнь пришли грехи. Это то, о чем я кратко скажу в следующем блоке. Вот это очень важный и очень, конечно же, печальный раздел моего автопортрета. И с одной стороны, нельзя по исламу распространяться о своих грехах. Я, конечно же, не буду это делать из почтения к милости Аллаха, который нас окутывает и дает возможность нам скрывать наши грехи. Я буду дальше наслаждаться этой милостью. А если когда-нибудь что-то, конечно, выявится, я, естественно, это признаю, как и все остальное, что я признавал в своей жизни из нелицеприятных каких-то вещей. Но пока мы будем оставаться в милости Аллаха. А в общих чертах скажу, что высокомерие, она, в принципе, зло, страшное. И об этом, опять же, есть много чего мне сказать. Я когда-нибудь многое скажу насчет высокомерия. В национальном видео, посвященном национальному вопросе, в том числе. И вообще высокомерие, которое творится в наших домах, в отношении с детьми, в отношении между супругами. Это все то, что требует обсуждения. А пока я, как я ранее упоминал, человек, который был ницшеанцем, который вот весь из себя был такой, потом пришел в ислам, но очистился, и весь такой красавчик. Конечно же, много я о себе думал и здесь. И Аллах унижает возвышающиеся. Пришли времена, когда Аллах меня унизил до такой степени, что мне прямо буквально по сегодняшний день я не могу на себя смотреть в зеркало с должным уважением, как я бы хотел. Я бы хотел с каким-то настоящим таким уважением смотреть себе в зеркало. Я этого не делаю по сегодняшний день. И единственное хорошее благо, которое стало результатом моего погружения в какие-то грехи, это то, что я опознал себе цену. И это лишило меня этого высокомерия напрочь. Иншаллах. Я вот в этом плане провел очень большую работу над собой, что вот самомнение жестко под контролем. Это, конечно же, не значит, что я там какой-то терпило и готов принимать оплеухи, потому что оплеухи я сам себе хорошего выписываю, и я считаю, что лучше меня и правильнее, чем я, это мало кто сможет сделать такое. Хотя в моей жизни были несколько оплеух, которые мне близкие дали, и которые я достойно принял, зная, что я заслуживаю, образно, естественно. Короче, в мою жизнь вошли грехи. И с этим отпечатком я живу по сей день. Что стало результатом? Помимо вот позитивного результата, какой очень большой негативный результат этого всего? Ты входишь в грех, и вот так вот как-то Аллах делает, что механизмы работают вот таким образом. Если я раньше
неустанно ходил, проповедовал, говорил, то с тем моментом, когда в мою жизнь пришел грех, то сравнительно мой рот закрылся. Потому что тебе тяжело увещевать людей в то время, когда ты знаешь, что ты из себя представляешь. Опять же, вот прямо сейчас, когда я сижу за этой камерой, я чувствую эту нагрузку. Нагрузку при том, что люди, вот в Фейсбуке, например, в ингушской среде был период, когда меня называли там фейсбучный мулла. Я не был никогда фейсбучным муллой, я не был святым ингушом. Но люди тебя так начинают воспринимать. И это тоже на тебя накладывает какие-то обязательства. Но ты не можешь выговариваться должным образом. Тебя эти грехи окутывают, и твое сердце, и твой разум, и твой язык. И таким образом ты лишаешься возможности приобретать благое. Прошли годы, и я сам себе сказал: Руслан, так нельзя. Во-первых, читал книги, и там я это находил от ученых. У Навави есть, рахимахуллах, слова по этому поводу. У Ибн Раджаба аль-Хамбали есть слова по этому поводу, что твои грехи тебя не должны удерживать от того, что ты должен призывать к одобряемому и порицать порицаемое. Но психология работает именно так, что ты себя начинаешь тормозить в этом. И это страшно и категорически неправильно. Нужно преодолевать в себе вот это стеснение и называть всю истину истиной. Даже если ты ей не следуешь. Даже если ты ошибаешься, даже если ты греховный. Если ты видишь, ты сам наркоман, но ты видишь, что человек наркоманит, ты должен это порицать. Да, твои слова выглядят легкие, воздушные даже, можно сказать. Но тем не менее ты должен это делать. Потому что это благо, это пригодится тебе в судный день. Ты грешишь, но ты других людей призываешь к хорошему. От того, что ты не будешь призывать, твое состояние же не улучшится. И еще важный момент, когда ты, преодолевая это все-таки начинаешь призывать людей, опять это возвращается к тебе, что ты сам говоришь себе, ты должен исправиться, ты должен стать лучше, для того, чтобы, опять же, быть и примером в этом. Вот такие вот размышления по этому поводу. Заканчивая вот этот фрагмент, скажу, что не надо ко мне относиться, потому что есть люди, которые так относятся, есть люди, для которых я на уровне. Я не на уровне, валлахи. Валлахи не на уровне. И просто потому, что я купаюсь в милости Аллаха, вы не видите худшую сторону моей жизни. И, конечно же, альхамдулилля. Но относиться ко мне нужно так, как я вам говорю. Не относитесь ко мне как к человеку, несмотря на то, что я призываю и буду дальше призывать к исламу, к шариату, призывать бояться Аллаха. Это все не значит, что у меня нет проблем со всем этим. Вроде бы очевидная вещь, но тем не менее приходится об этом говорить. И альхамдулилля. Так, сейчас я постараюсь, не сильно углубляясь, но достаточно емко. Это будет большой блок, но не сильно углубляясь, пробежаться по джаматам, с которыми мне приходилось по жизни сталкиваться, и рассказать о том влиянии, которое они на меня имели. Итак, я молодой парень, поступаю в академию в Одессу, и первое ты спрашиваешь, где здесь мечеть? Первая же мечеть, на которую тебя пальцем показывают, это мечеть Муфтията Украины. И на тот момент это из двух мечетей вообще в Одессе единственная мечеть, в которой были русскоязычные хутбы. Абсолютное большинство вайнахов, и дагестанцев в том числе, кстати, ходило в эту мечеть. Потом, впоследствии я узнаю, я начинаю в этом разбираться, это были хабашитская мечеть. Чисто и взгляды. Но ты, опять же, не разбираешься в этом всем, ты идешь туда, куда тебе показали.
И там, конечно же, вот это всем известное нагнетание, эти заблудшие, вся проповедь – это разговоры о заблудших мусульманах. Конечно же, главные враги общины – это ваххабиты злые, потом ихваны, Хизбут Тахрир и даже бедные таблиховцы. Достается всем подряд. А, с Анваром. Значит, о Хизбут Тахрир и Анваре я уже рассказывал. Тогда, по-моему, я еще не знал, что он из Хизба. Как бы то ни было, я с ним иду в Хабашитскую мечеть. Тогда там имамом был Леймоев Ибрагим, ныне в кавычках прославившийся своим очень неудачным диспутом для него в Ингушетии. Короче, вот Ибрагим, там ингуш, тебе это там как бы льстит, что вот целый ингуш, и у тебя имам в Одессе. И тащу туда Анвара, приходим, Анвар, он спрашивает, кто ты, что ты? Опять же, ваххабиты есть у вас там? Ну, есть. А что они? А как они? Ну, там как-то ответил, меня спрашивают. Ты что вообще читаешь, Руслан? Я говорю, как раз полгода до этого я был в Ингушетии, купил там маленькую брошюрку Саида Хутба, рахимахаллах, будущее принадлежит исламу. Я говорю, Саида Хутба читал. И он мне сразу шахаду произнеси. Я в недоумении. Произнеси шахаду. Я, опять же, впоследствии я узнаю о том, что это все означало обновление имана. Из-за того, что ты прочитал книгу Саида Хутба «Будущее принадлежит исламу». Субханаллах. Вот даже эта книга его шок вела, и он решил, что я в куфр впал. Но опять же, тогда я даже не понимаю, что от меня хотят. Я произношу шахаду, опять дальше он что-то говорит. Короче, в течение 15 минут 4-5 раз, не помню сколько, он мне сказал шахаду обновить. Я ее благополучно обновляю. Ухожу с крайне недоумения, вот просто в шоковом состоянии ты оттуда уходишь, не понимаешь, что это и как это было. И не хочется тебе туда возвращаться, в общем. Какое-то время проходит, Ибрагим уезжает, или как там, не знаю, имамом там становится ливанский араб один. У него был сильный акцент, но он неплохо говорил по-русски. Он меня даже куда-то затащил. Я, кстати, не помню и не понимаю, почему он на меня именно акцент сделал. Иди сюда, я тебе что-то покажу. Начинает мне тыкать книги Аль-Маудуди, рахимахуллах, которого, кстати, на тот момент я уже читал. Я знал, о чем шейх пишет. И понимал, что он подразумевает. И они мне там, вот это. Я знаю, что здесь подлог. Потому что 2 страницы далее. Потом я в этом... То есть я когда с ним разговаривал, я думаю, по-моему, он по-другому говорил. Но я не стал с ним спорить. Потом я пришел домой, когда-то там, опять же, время прошло какое-то, открываю книги специально ради интереса, смотрю, что то, за что он его порицал, сам Маудуди объясняет. И объясняет так же, как он бы хотел бы, чтобы было. Он говорит, он вот это имеет в виду, а на самом деле он не это имел в виду. Это опять мне очередная вещь, которая мне сильно не понравилась. И тут же они мне там, вот эту мечеть не ходи, там ваххабисты. Обязательно надо посетить. Надо посетить логово ваххабистов, узнать, что это за зверь-то. Я иду к ваххабистам, так называемым. Ну и хороший неоднократный разговор там происходит. Они мне объясняют, что вот эти люди лгут, здесь они лгут, здесь они на пальцах объясняют. Показывают, вот здесь они солгали, здесь солгали. Так, ну опять же, впоследствии ты узнаешь, что это вообще на самом деле действительно не ваххабисты, что они ихваны, что они любят распространять фетвы ихванские, там, Юсуфа Кардави. Через них я с Юсуфом Кардави знакомлюсь, рахимахуллах. Очень ему благодарен за свое знакомство с ним, потому что много блага я от него взял, хотя с многими фетвами, конечно же, я не согласен. Но то благо, которое я взял, я за него очень сильно ему благодарен. Вот 2 джамата, 3, влияют в Украине на меня. Вернее, один попытался повлиять, отшили и навсегда. По факту остаются 2. Ихваны на меня влияют и Хизбут Тахрир влияет. Я
еду в Ингушетию. В Ингушетии все мое окружение салафитское, ваххабистское, как хотите. Все мои друзья, мечети, которые я посещал, уезжая специально, чтобы их посетить, салафитские мечети. В Яндере, когда я оставался, я прилюдно показывал свое неприятие. Как только два раката джума было сделано, рузба, я открыто, единственный в мечети вставал и уходил оттуда. Ну и, конечно же, был во всей округе известен как ваххабит. В моем окружении даже были ребята из сопротивления. Одного из них скоты убили. Пусть Аллах возвысит его величайшим возвышением. Был крайне приятный для меня брат, очень отважный, дерзкий в хорошем смысле слова, никакой наглости. Отвага, короче, была в нем большая, и он вот до конца пошел. Разбитыми ногами его взяли, он там, убегая от них, прыгнул с многоэтажки, разбил себе колени. Как-то потом он в них ушел, но он так и не угомонился, они его в конце концов убили. Пусть Аллах примет его шахидом. С моего окружения люди, один из них на сегодняшний день я вот недавно узнавал, всем из одного круга люди, стал ментом. Правда, говорят, что он такой хороший мент. Да наставит его Аллах. В любом случае. Один как был босиком, так босиком и остался. В общем, так. Очень интересный момент еще был. У меня случился в 2004, по-моему, году. Я был на заработках на севере. Ну, в тот момент я именно не работал, но ехал с целью, чтобы быть на заработках. Новый Уренгой, там была салафитская мечеть. Я, конечно же, ее посещал. Там был имамом узбек один, которого, кстати говоря, убили. Да помилует его Аллах тоже. Замом у него был один чеченец с очень хорошим русским, в отличие от крайне плохого русского у самого имама. И в какой-то из дней огласили в мечети, что к нам приезжают ученики Исы Цичоева. О, большое событие. Ждем. Приехали. Я их имен не помню, ни одного из них. Но 4 человека было. И диспут, значит, такой спор легкий был между Абдуллахом, вот этим чеченцем, и ними. Какой-то вопрос обсуждался, и он там говорит, ну вот хадис, они ему в ответ говорят слова, которые тогда я еще меня в шок повергли, ну и они сильно легли в мою голову, запомнил я их, что они ему сказали, нет, из-за одного хадиса мы слова имама оставлять не будем. Имама знатока сунны, который знает, нет такого, что он их не знает, эти хадисы. Там была, конечно же, версия, что он их не знает, до него не дошел довод, туда-сюда, но они сказали, нет, так не пойдет. И это было впервые, когда я с этим столкнулся, с такой мыслью. От учеников Исы Цичоева. Что уже удивительно, да? Потом, что у нас еще осталось? Вот такие джаматы, с которыми я сам непосредственно встречался в жизни, с живыми людьми. А теперь то, что вокруг меня ходит. Люди не спрашивают меня непосредственно. Это несложно сделать. Найти мои соцсети. Я есть почти везде. Зайти на канал, спросить меня, Руслан, есть ли у тебя вот такие воззрения или сякие воззрения? Люди этого не делают и спрашивают через кого-то там обо мне. И одно из распространенных таких вещей – это ашарит или Руслан. Я вот вам всем говорю. Я не ашарит. Я ашаритом никогда не был. И не собираюсь таковым становиться. При этом зная, честно, вот прямо честно скажу сейчас, зная акценты этого вопроса, зная интонацию этого вопроса, мне хочется сказать, что я ашарит. Потому что я знаю почему. Потому что вот те заблудшие. Для меня не заблудшие. Для меня ашайра – это великие имамы этой общины. Великие. Среди них есть
Один я скажу, и все его знают, без исключения. Нету людей, которые не знают этого человека. Это имам Навави. Я его люблю невероятным образом. С ног до головы я его люблю. Все мое тело переполнено любовью к нему. И я считаю, что люди, которые его ненавидят, а такие есть, да, Артем, психически больные люди. Почему? Потому что люди знают о том, какое благо этой общине из века в век этот человек принес. Из века в век, столетиями. Во всех уголках исламской земли этот человек имеет прямое влияние на жизнь этой общины. Прямое. Неважно, каких ты взглядов. И вот эта барака у этих людей куда-то девается, и они его ненавидят. Я говорю, только больные психические психи могут себя так вести. Да наставит их всех Аллах. Вот, я люблю ашариров. Есть ашариты, к которым я настороженно отношусь. К которым я, холодно даже, можно сказать, отношусь. Я не скажу, что там прям негативно. Холодно. Вот так. Короче говоря, я не ашарит. Есть взгляды схожие, есть взгляды, к которым я близок, в чем-то более близок даже ашаритам, есть взгляды в теме сифатов. Хотя я очень колеблющийся в этих вещах человек. Но это опять же потом, к концу. По факту в моей жизни ашаритов не было. Но они были в моем интернет-пространстве. Я с ними познакомился удивительно, через сообщество в живом журнале, которое называлось, его уже давно нету, Шиа Наджас. Шииты – это Наджас. И именно там, если я не ошибаюсь, там был Харун Сидоров, Махди Шамсудин и Абу Али Аль-Ашари. И вот через них, кстати говоря, впервые я столкнулся с крайне жесткой критикой шиизма. Там уже ты начинаешь открывать их профили отдельно, смотреть, что они пишут. Интересно. И вот так, как тогда заинтересовался, так по сегодняшний день интересуюсь. Но не более. Вообще у меня нету привязки к чему-то. Но опять же, субханаллах, спешу, это отдельно все. Вот знакомство со всеми этими джамаатами, со всеми этими взглядами, моя открытость ко всему этому привела к тому, что я вот такой, какой я есть. Ни к кому из них не принадлежу и принадлежать не собираюсь. Абсолютно четкая, однозначная, принципиальная моя позиция на сегодняшний день. Что я никому не принадлежу. Я везде читаю, все слышу, все знаю, очень много. То есть однозначно 100% выше среднестатистического знания из любого из этих джамаатов. Я знаю о них самих больше, чем они сами о себе, если среднестатистическое выявляет. 100%. Вот. Более подробно о самом себе уже я скажу ближе к концу. Теперь будет немного политики. Во-первых, я скажу, что в свое время, если я не ошибаюсь, я уже об этом говорил, я выделялся лидерскими способностями, которые реально были воплощены в жизни. Я везде был главенствующий роли, старостами класса, в одной местности, в другой местности. И, в общем, везде добивался каких-то лидерских позиций. И был очень амбициозен. У меня было в планах, что я буду политиком. Учился я в первом моем образовании, должен был поступать на политолога, но по разного рода причинам поступил в Академию госуправления при президенте Украины. Это бывшая партийная школа. Я по себе подумал, что это бывшая партийная школа, плюс Академия госуправления, и вот из меня сделают там политику. Но, как оказалось впоследствии, тогда, год, когда я поступал туда, был открыт новый, ранее
Не было такого факультета там, менеджмент организации. Ну, впоследствии выяснилось, что по большому счету из тебя готовят там экономиста, менеджмент в экономике, менеджмент организации, вот такое все. Оно не то, что мне нужно было. Я забросил учебу. И как раз во время того, когда я забросил учебу, в моей жизни появился Анвар, о котором я говорил ранее. Ну и как вы знаете, тот, кто знает, в отношении власти у Хизба очень жесткие позиции, что у власти неверных мы вообще не входим в эту систему. И это мнение я для себя принял и отдалился. И на самом деле с тех пор вот эти все вещи во мне угасли, я себя больше посвятил книгам, ну и до сих пор в этом нахожусь. Стал таким жестким книжным червем. В 2007 году был провозглашен Эмират на Кавказе. Я абсолютно идейно поддерживаю эту идею. Солидарен со всем тем, что в идеологическом смысле говорил Дока Умар. Ну или почти всем, точнее. Есть вещи, с которыми я не согласен. Но вот сама идея необходимости построения исламского государства на Кавказе, конечно же, я с ней солидаризируюсь. При этом методология, к которой он прибегал, во многих местах мной неприемлема. И провозглашение государства при его отсутствии для меня было неприемлемо. И в 2010 году, в 2010 году, я сейчас подсмотрел, я вступил в открытый спор по этому поводу, написал это на форуме одном, вел заочную переписку с Абдуллой Молдовским, который этот проект поддержал в свое время. То есть он написал под другим именем статью, поддерживающую провозглашение государства. Были люди, которые пытались съехать с этой темы, говоря, что там не провозглашали государство. Провозглашали государство. Это сказано в самой первой омре Доки Умарова. Он прямо там это говорит. Потом дальше обозвал лицемерами всех тех, кто сомневается в том, что у него есть государство, что он управляет государством и так далее. Буквально назвал лицемерами таковых. Перечень которых, конечно же, однозначно попал я. Но я этого не стыдился ни тогда, не стыжусь ни сегодня. В 2009 году и 2010. Так как я читал книги Хизба, у второго эмира Хизба есть книга «Как распадался халифат». Там было посвящено 2 темы тому, какое влияние на распад халифата имели надждийский призыв, ваххабитский надждийский призыв. 2 главы из очень многого количества. Конечно, потом говорить о том, что он считает их причиной распада халифата, это неправильно. Просто он говорит, что это один из факторов. И я с ним согласен. Уже тогда был согласен, и тогда же я заинтересовался вообще фетва. Там Мунаджида была, выступал ли шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб против османского халифата. И здесь, в этой фетве, было совершено приличное количество подлогов, искажений и так далее. Но об этом я еще тогда не знал, я только лишь подозревал это. Но сам интерес уже тогда возник, я для себя поставил цель выяснить. Это с одной стороны, то, что меня заинтересовало в те времена. С другой стороны, зная османское государство, какие беды с ним происходили, какие неприемлемые и на тот мой взгляд, и на сегодняшний мой взгляд вещи там творились, я задался в 2010 году, я задался вопросом, на каком основании мы османское государство считаем Даруль-Ислам. Потому что есть вещи, определенно в правлении некоторых из так называемых халифов тогдашних, я не понимаю и по сегодняшний день не понимаю, как такое государство можно считать халифатом. До сих пор ответов не нашел.
Ну и сам, честно говоря, в это все не углублялся. То есть я хизбиям задал эти вопросы, они остались без ответов. Естественно, вернее, когда я задавал вопросы, я рылся в различного рода энциклопедиях, исторических сводках, показывая им какой там беспредел. Они отнекались тем, что я беру сведения у неверных. Это, конечно же, смешной уже аргумент, но это аргумент, которым пользуются люди тогда, когда они могут возразить. Это не только их касается, это же касается и истории саудийского государства. Как только ты начинаешь там копаться, там, естественно, документация начинает съезжать на то, что это вот ты эту документацию у неверно взял. И, в общем, это смешная вещь. В 2010 году я перечитал все, что на тот момент, наверное, перевели от Абдуллы Азама. То есть, опять же, это к тому, что я читал, что на меня какое-то влияние имело. Не обязательно я соглашаюсь со всем, да? В 2010 году на ингушском сайте Хунафа была напечатана статья «Куфр Хизбут Тахрир в вопросах предопределения». Это нечто. Я написал ответ на эту статью и показал первое, что взявшиеся за критику Хизба в этом вопросе приводили мнение ашаритских ученых, будучи сами салафитами. И второе, что я показал, что сами салафитские ученые, и конкретно Ибн Усаймин, в смысловом значении высказал идентичные вещи тому, что говорит Хизбут Тахрир в этом вопросе. До такой степени идентичны, что когда я послал статью Ибн Усаймина одному своему близкому хизбию, он засмеялся и сказал: ну, у меня такое впечатление, что это сам хизби пишет, только своими словами, да. И вот такая колоссальная неграмотность, с которой я столкнулся на Хунафе. Люди не знают, о чем они говорят. Один из самых первых моментов, по которым я открыто разошелся с Хизбут Тахрир, это был вопрос, связанный с Муавией ибн Аби Суфьян. Хизб, во-первых, критично к нему относится. Я здесь в основном с ними согласен, но не согласен фундаментально. Они оспаривают его сподвижничество. У их амира нынешнего есть фетвы, в которых прослеживается мысль, что он не сподвижник. Не сподвижник в соответствии с мнением, которое они взяли, что не каждый, кто видел посланника Аллаха, является сподвижником. Я, кстати говоря, принял для себя этот взгляд на сподвижничество. Сейчас кратко скажу, почему. Часть ученых, вернее, большинство мухаддисов определяет сподвижника посланника Аллаха так, что это каждый, кто увидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, уверовал в него и умер в имане. У них это сподвижник. У ученых усуля, я в этом утвердился, и это мнение для себя взял Хизбут Тахрир, и я солидарен с ним в этом, что сподвижник – это не просто человек, который увидел посланника Аллаха. Это человек, в отношении которого выявилась сойба от посланника Аллаха. То есть приближенность такого человека, даже в русском языке, сподвижник. Он должен участвовать вместе с ним, быть близким по-настоящему. А так получается, что любой бедуин, который просто увидел посланника Аллаха, он сподвижник. Вот этот великий статус, великим статусом сподвижника наделяется, например, бедуин, который пришел в мечеть посланника Аллаха, оставил там нужду свою, испорожнился, получил от посланника Аллаха наставление в плане, что не делай этого, и ушел, и все, его нету. И вот он сподвижник. Или бедуин, который тягал его за одежду, не имея никакого адаба к нему. Это тоже получается сподвижник. И таких примеров очень много.
Или какие-то бедуины передают от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, слова, которые ни один другой близкий сподвижник никогда не слышал, не передавал. Это все для меня, я не имею к этому отношения. В общем, солидаризируясь в определении сподвижничества с хизбом, я однозначно возражаю им в том, что они отказывают в сподвижничестве Муавии ибн Аби Суфьяну, да будет доволен им Аллах. При этом я считаю, что большая часть критики, которая исходит от хизба в его отношении, заслужена. Это отдельная тоже большая тема. Также у меня уже с тех пор, очень такой плодотворный год у меня получился, 2060. Я заинтересовался таким понятием, как риваят заблудших групп. То есть в хадисе кто-то передает какой-то хадис, и он заблудший считается у ученых, например. Будь то там шиит, будь то он там кадарит, будь то он мурджиит, или рафидит, или насабит, например. Это все считается в разной степени, кстати говоря, заблуждением. И вот ривает хадис, который передается через передатчика, который был обвинен в чем-то из этого. При каких условиях и почему принимается. Вот эта тема меня уже тогда заинтересовала. Я вот сегодня, прямо сейчас, углублен на нее время от времени. И у меня очень много всего, что есть сказать по этому поводу. Единственное, кратко сейчас скажу. Вот эти разговоры о том, что мы с заблудшими не сидим, не разговариваем, не берем от них даже аят, они передаются от некоторых из салафов. Это факт. А также другим фактом является то, что если человек надежный, он даже если он заблудший, но он надежный, от него религия принимается. От него принимается хадис. И книги сунны переполнены такими случаями. Вот просто вот я сейчас сижу перед камерой, и я вам убежденно говорю, что они именно слово это употребляют. Переполнены. То есть Сахих аль-Бухари банально берешь, и там буквально много сотен людей, которые объединены в чем-то из того, что я перечислил. Либо он шиит, либо он мурджиит, либо он кадарит, либо он насабит там, например. Кстати, очень мало муатазилитов. Тоже такие есть. В атизале обвиненные, но таких очень мало в среде передатчиков хадисов. Следующая достаточно объемная тема, с которой я себя связал в 2011-2012 годах, мною на пару вместе с Магомедом Магомедовым, которого я знал только вот по этому нику даже, я не знаю, реально ли это его имя. Тем не менее, этот брат вызвался мне помогать в этой работе. Мы написали работу под названием «Защиту шейха Юсуфа Аль-Кардави». Главная цель этой работы была не защитить все, что он говорит, а защитить этого шейха от такфира, от Тартуси и Наср Аль-Фахт, и сегодня, насколько я понимаю, Хулейфи, Артемы всякие и им подобные до сих пор остаются на позиции, что он неверный, такфирят его и тому подобное. Вот в те времена еще мною на пару с этим братом была написана такая работа. И я считаю, что мы неплохо с этим справились. Конечно же, у меня самого к Юсуфу Аль-Кардави, рахимахуллах, есть много претензий по поводу, да, в общем, много всего, с чем я с ним не согласен. Но я однозначно не согласен также и с тем, что он заслуживает такфира. Я ему очень благодарен. Как я уже ранее упоминал, я большую пользу взял от этого шейха. Правда, в последние годы я вообще перестал его читать, хотя думал одну из книг его прочесть.
иншаллах, найду для этого время тоже. В общем, помимо этой работы, чем для меня Юсуф Кардави еще сильно запомнился, это тем, что благодаря именно его фатве, насколько я лично понимаю, в 2013 году на построссийском пространстве вроде как я был первым, кто показал миру нашему русскоязычному фатву Аль-Васити, который был близким учеником шейха Такиюддина ибн Таймии, рахимахуллах, фетву, в которой он показал свое понимание возвышенности Аллаха, и это понимание, я не знаю, всех ли, хамбалитов. Сегодня, мне кажется, я повторяюсь, в этих темах я не занимаю каких-то категоричных позиций. Но то, к чему я пока пришел, это то, что позиция Васити не соответствует пониманию возвышенности у очень большого количества салафитов. Хотя как будто бы школа одна. Вот. Советую обратиться к ней. Следующее большое событие в моей жизни – это Фатава форум. Насколько я помню, я его для себя увидел, зарегистрировался там, и на тот момент это был второй форум, на котором я вообще в своей жизни, исламский форум, регистрировался. Значит, кратко, что из себя представляет этот форум? Его админ, главный админ, и его ближайший модератор, второй, являлись бывшими крайними такфиристами из числа салафитов. Скажем так, ваххабисты, самые крайние из всех возможных. Вроде бы даже к Аюбу какое-то отношение имели. И вот такие люди с такими взглядами впоследствии, год за годом, сталкиваясь с какими-то непонятками, пришли к выводу о том, что они совершенно на заблуждении стоят, очень сильно поменялись и ушли в совершенно другое течение. Насколько я знаю, главный админ этого форума, сейчас форум не работает уже много лет. Хотя у него сейчас, насколько, опять же, я знаю, много лет уже за ним не следил, у него был, во всяком случае, свой форум, действующий в Азербайджане на азербайджанском языке. И вот этот брат ушел, насколько я, опять же, понял, в матуридизм жестко. Его модератор был дагестанцем по происхождению. Каковы его сейчас прям воззрения, то есть я не знаю, он ашарит, или он матуридит, или он асарит, я так и не определил для себя. Значит, вот такие люди были в одной крайности, ушли из нее, и вот для кого-то ушли в другую крайность. Что меня сильно привлекло в этом форуме, это четкость. Люди ставили очень жесткие требования к тому, чтобы выкладывать материал. Нужно было находить оригиналы слов, арабский текст, ссылки на онлайн-библиотеки для проверки. То есть ты уже годами потом, когда ты в теме, ты сталкиваешься с тем, что люди осознанно, некоторые совершенно неосознанно, потому что кому-то доверились и у кого-то взяли, занимаются искажением. Опять же, повторюсь, далеко не всегда специально. Для того, чтобы понять, правильно ли предоставлена нам информация, мы должны бываем иногда сверить сам текст, во-первых. Для этого нужен оригинал арабский. И, во-вторых, нужно знать контекст, что было до этого сказано и после. Иногда и не нужно бывает контекст знать, потому что слишком понятная цитата. В общем, для того, чтобы иметь возможность вернуться к первоисточнику, посмотреть, что было до, что было после, и правильность вообще написания первичного текста, вот они поставили такие условия, и это мне сильно понравилось. Я, опять же, арабским не владел и до сих пор не владею, но, хвала Аллаху, всегда хватало людей, которым я задалбливал мозги и
было кому всегда отправить материал для проверки. Итак, теперь что? В общем, на этом форуме это то, что мне сильно нравилось. Я получил, опять же, очень большую пользу от него в разделе такфира, в разделе балансировки, такфире имани и многом другом, в общем. То, чем я там занимался, у меня были хорошие работы там, посвященные критике, посвященные критике ваххабизма дагестанскими суфистами, которые допустили в этой критике огромное количество несправедливости, искажений и тадлисов. Очень много из этого лично я сам вывел. Там была отдельная тема, посвященная даг-суфизму. Одна из самых больших тем, очень большая. И там значительно много всего написал сам я. Потом... И так вот на протяжении нескольких лет все было тихо, спокойно, пока первый конфликт у меня... ничего глобального, просто вот первое недоразумение, которое у меня было с администрацией форума, состояло в следующем. Они выставили аудиозапись слов Ибн База, который отнесся приемлемо к тому, что король Саудовской Аравии получил наградной крест от королевы Великобритании. И типа запись Ибн База, типа, ничего страшного в таком роде. Меня, конечно же, как и других, это сильно удивило. Я начал копаться в этой теме и докопался до того, что на сайте ibnbaz.org, на сайте самого Ибн База, было выставлено опровержение подобного словами самого Ибн База. Было написано Ибн Базом целое послание кому-то из других ученых, в которых сам Ибн Баз говорил: вот обо мне говорят то-то и то-то, это ложь и клевета на меня. Я это выставляю братьям, говорю: вот, братья, обратите внимание, он отвергает подобное. Они: нет, вот есть аудиозапись. Я говорю: аудиозапись, мы все это хорошо уже даже в те времена знали, что ее можно исказить и облагать другого человека. Нет, мы не доверяем сайтам разным, потому что сайты тоже могут врать. Хорошо. Вернее, для меня это нехорошо. Но я не успокоился на этом и нашел бумажный, то есть фотокопию бумажного текста Ибн База, этого письма, с печатью и его подписью под ней. Я им ее, опять же, показываю. Реакции не последовало, они ее приняли, оставили без удаления, там, вот как я написал, так они это все и приняли. Но своего мнения не поменяли, и я считаю, это большой ошибкой с их стороны. Раз. Второе. Значит, позиция администрации в отношении светского образования, получаемого мусульманами в светских школах, была такова, что они считали харамом. Считали это недопустимым, считали, что зла от этого больше, чем пользы. Вот такая у них позиция. Прочитав об этом, я покопался, нашел фетву Ибн Джибрина. Кстати говоря, несмотря на то, что они там салафитов считали своими оппонентами, сами будучи бывшими салафитами, сами вообще никогда не приводили их слова для подтверждения чего-то. В опровержение приводили, конечно. Тем не менее, допускали, когда другие апеллировали их словами. Я нашел фетву Ибн Джибрина по этому поводу, где он говорит, что если родитель, способен контролировать учебу своих детей, уберегать их от зла и дать возможность приобрести что-то хорошее, если все под контролем, то можно отдавать детей учиться в светские школы. Они эту фетву просто тупо удалили, сказали, что она несет в себе распространение, распутства, и неприемлемо подобное распространять даже. Но окей, вы у нас жесткие ребята, имеете право, действительно имеют право. У меня с этим проблем нет.
Но проходит отступление. На этом фоне, вот это запоминаем, что удаляется вот такая фетва с такой вот аргументацией. Типа, в этом зло. Отдельная рубрика у нас сейчас начинается. На форуме единственным, кто в те времена вел тему, в которой были фетвы с запретом на истигасу, был я. Там я проводил слова Ибн Таймии, слова Шаукани. И, кстати говоря, было для меня приятно в свое время удивлен, что ашаритский современный шейх, очень мною любимый, Вахб аз-Зухайли, рахимахуллах, он тоже умер лет 5 назад, по-моему. Такой крайне энциклопедичный человек, написавший энциклопедичные труды по усулю, по фикху. В общем, очень серьезный такой шейх. Всегда приходится делать оговорки, что не все, что он говорит, является истинной последней инстанцией, но тем не менее. Вот у него были фетвы, где он говорил о запретности истигасы не к Аллаху. Я это все тоже выставляю. Администрация молчит. На этом фоне есть другая тема, посвященная истигасе, в которой другой брат один, вроде бы он с Даруль Фикра, нынешнего, выставлял фетвы, в которых транслировалась допустимость истигасы. Много, кстати говоря, фетв он там привел. У меня не так было много фетв. Вот мы вдвоем по разные стороны. Администрация на форуме имела свою основную площадку. Была площадка для диалога, скажем так. Вот. Мы все простые смертные писали в другом разделе форума. А сама администрация выставляла свои материалы в основном разделе, за который она брала на себя ответственность. И в этом разделе годами нету ни одного слова про истигасу. Год, 2, 3, я уже не помню, годами это длится. В какой-то момент появляется тема об истигасе с порицанием ее. С тем, что там говорится, и это моя личная, кстати говоря, позиция, что истигаса может приводить к ширку, и лучше от нее отстраняться, но не всегда она ширк. Это моя личная, кстати говоря, позиция. Вот эту позицию транслирует администрация форума. И у меня тогда происходит... Короче говоря, я в недоумении. Годами на форуме выставляются фетвы, допускающие истигасу. Худшего зла, чем ширк или дорога к ширку, ничего нет. Вы, администрация, принимаете это, не удаляете такие темы, но удаляете мою ту тему, да, со словами Ибн Джибрина о допустимости поступления в светские школы при таких-то там условиях. В общем, это была вторая такая уже более серьезное расхождение между мной и ними. Хотя, конечно же, я был очень рад тому, что такие фетвы появились на форуме, но сама непонятка с ними сохранилась. И после этого, не знаю, уже в хронологии я теряюсь, уже в какой-то момент форум перестал работать. Ну и, соответственно, я до этого перестал там писать активно. Форум перестал работать, и все, его нету. И вот недавно я вышел на связь с модератором этого форума и к себе в телеграм-канал загрузил архив. Потому что если кому-то интересно, может обратиться туда. Материалов очень много. Просто ради интереса можете просмотреть. На этом эту тему мы закрываем. Завершить не получилось, потому что вспомнил важное. В 2013 году, насколько я понимаю, я был вообще первым человеком на советском пространстве русскоязычном. Я могу, конечно, ошибаться, но я не видел.
кто бы раньше меня поднял вопрос о том, что Каусари говорил в отношении других суннитских ученых. Насколько неприемлемой была его критика в их адрес. Это был 2013 год. Я сделал подборку цитат его у себя в лайв-журнале, а после этого сделал такую же тему на Фатава форуме. Администрация форума удалила эту тему, сказав, что она, в общем, типа несет в себе фитну, и если типа начать подобное выставлять, то мы вернемся в болото межмазхабных войн. Как бы да, но дело в том, что на форуме было очень много всего выставлено, такого всего, которое салафитские алимы говорят в адрес там ашаритских ученых. Здесь никто не возмущался по поводу того, что начинаются баталии межмазхабные. Вот когда я выставил Каусари, здесь почему-то об этом вспомнили. Это еще один важный пункт мой был в разногласиях с этим форумом. Сейчас точно завершаем. На фоне обсуждения ашаритского форума и моего участия там скажу о так называемом моем ашаризме. Время от времени какие-то люди спрашивают людей, которые меня знают, обо мне, ашарит ли я. Хотя нет никаких проблем зайти на мои ресурсы, они открытые, можно задать вопрос прямо. Но почему-то это не делается. Как бы то ни было, я вот прямо перед вами сижу, и для этого я здесь сижу, для того, чтобы расставить какие-то точки над «и» по мере своих возможностей. Так вот, я никогда не был, не являюсь и не собираюсь, главное, тоже быть ашаритом. Не был, не являюсь и не буду, иншаллах. При этом ашаритские алимы – это люди, которых я люблю. Некоторых люблю невероятным образом. Переполнен весь любовью к ним, и главным из таких имен является имам Навави. Имам Навави – человек, который привил мне любовь к сунне, книги которого меня предостерегли от многих харамов, книги его, которые меня побудили к огромному количеству благих дел. Действительно, это так. Вот это вот все касается меня лично. И валлахи, таллахи, я знаю, что таких примеров, как я, бесчисленное множество. И в том числе и люди, которые сегодня ненавидят этого имама, да, Артем, и всякие ему подобные, вы чувствовали это благое влияние этого человека на вас. Этот человек из века в век, столетиями, приносит это общение огромную пользу, огромнейшую пользу. Из века в век эта умма молится о нем, дуа делает от и до на всех землях мусульман, вне зависимости от масхабной принадлежности, вне зависимости от там даже акиды, субханаллах. Вот такой это человек. И я считаю, что вот то, что я сейчас говорю, это люди, которые его ненавидят, знают прекрасно. Поэтому для меня эти люди психи, абсолютно больные люди, которые, зная это все, и все это знают, я подчеркиваю, зная это, испытывают к нему лютую ненависть, а я знаю, что это так. Они больные психи. Вот. Есть другие, конечно же, имамы, они известны, я сейчас не буду их перечислять и в тафсире, и в языке, и в общем нету науки исламской, в которой себя на высочайшем уровне не проявили ашаира. И этому необходимо, будучи справедливым, отдавать должное. Не прям даже любить,
но должное отдать, субханаллах. И не сочинять о них сказки. В свое время, Артем, я к тебе вернусь, но пока не до тебя. Сказочник ты наш. Вот, так вернемся к тому, что я не ашарит. И им никогда не был. Ну и здесь все. Есть много вещей, которые я в ашаризме не понимаю. И именно, возможно, именно того, что не понимаю и не исповедую. Мне непонятна до конца концепция касба. Я как бы отстранен от нее. Я не знаю, не могу разобраться в разногласиях в отношении позиции Ашаира там в вопросах сотворенности, несотворенности Корана. Даже сам этот вопрос я для себя глубокого понимания не достиг до сегодняшнего дня. Поэтому эти вопросы вообще я отдаляюсь от них. Поэтому еще раз не являюсь ашаритом. Сейчас я буду рассказывать о глобальном явлении, которое очень сильно повлияло на дальнейшее развитие мое в рамках ислама. У моего близкого брата, двоюродного, был близкий друг, дагестанец, который прошел путь от такого жесткого салафита, который потом увлекся ашаризмом, который впоследствии начал посещать шиитские сайты. Они зародили сомнения в сунне у него, и в конечном счете этот человек оказался в лапах коранитов добровольно. Он погряз, в общем, в этом страшном явлении. У меня были с ним несколько очень эмоциональных дебатов. Мы, конечно же, обо многом спорили, аят, хадис, туда-сюда, там много споров. На каждый твой аргумент они выворачивают, переворачивают, что только они не придумывают, лишь бы не признать свою неправоту. Но есть одно но, очень большое но. Когда ты с ними говоришь и приводишь им аяты, в которых говорится о том, что нужно следовать за посланником Аллаха, они это каким-то чудесным образом истолковывают и говорят, что это касается только сподвижников. Логика, нет слов, нет комментариев, но она вот такая. И с ней ты ничего не можешь сделать. Ну, мне нашлось, что на это сказать. Я ему сказал, оставь, давай оставим все тексты. И я тебя спрашиваю. Это то, что я ему сказал этому человеку. Вот представь себе, что ты сподвижник. Переносимся в те времена. Неважно, доверяешь ты Бухари и другим, все об этом забываем, этого всего нет. Есть ты. Ты человек, который воочию, своими глазами видишь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Слышишь его. Спрашиваю, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет совершать намаз, ты будешь смотреть за тем, как он его совершал? Однозначный ответ – да. Когда он будет поститься, ты будешь смотреть, как он постится? Да. Как он будет закат делать? Да. В общем, ты человек, который уверовал, что рядом с тобой посланный Всевышним Аллахом человек. Будешь ли ты внимать каждому слову его? Пытаться его повторить, запомнить? Да. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, умирает. У тебя рождаются дети. Они растут. Ты их обучаешь исламу? Да. Ты им, конечно же, учишь Коран? Да. Но ты учишь их сам тому, что ты увидел из действий посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
Да, и никак по-другому. Твой ребенок растет, принимает от тебя религию в соответствии с тем, что ты видел, и в какой-то момент говорит тебе: так, папа, вот эти аяты, в которых говорится о том, что вы должны брать пример с пророка, они касались только тебя. У меня есть только Коран, всему тому, что ты мне говоришь, мне нет до этого никакого дела, я буду следовать только Корану. Я его спрашиваю, этого человека, с кем я спорил: что ты будешь делать? Как ты отреагируешь на такую логику? И он мне буквально показывает. Вот так он мне показывает. Я говорю: дорогой мой, вот так нужно поступать с тобой. Вот абсолютно четкий, однозначный аргумент я ему привел, на который он сам показал, что с такими, как он, нужно делать, и все равно не принял. И делать с этим нечего. И несколько лет назад брат с ним связывался. Это, кстати, был 2015 год. В процессе споров с ним я сильно увлекся понятием. В общем, я погрузился в сумму, насколько у меня хватало возможностей. Значит, меня заинтересовали ранние сборники сунны, потому что у них, как вы знаете, они говорят о том, что вот Бухари жил 200 лет после посланника Аллаха, наверняка там есть ложь и так далее и тому подобное. Слишком там 5-6 передатчиков между ним и пророком. Не верим. Окей. Что мы находим? Мы находим Муатту имама Малика. Малик – человек, который слышал своими ушами хадисы от Нафия. Нафи слышал от Ибн Умара, и Ибн Умар рассказывал о посланнике Аллаха. Здесь такая ситуация, когда как будто человек слышал от своего отца о своем деде, который рассказывал о прадеде. Здесь минимальный иснад. Все равно не верить. Я копался, докопался до того, что есть сахифа Хаммама ибн Мунаббиха, который передавал хадисы, будучи учеником Абу Хурейры. Здесь иснад вообще сокращается. Хаммам Абу Хурейра, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Я ему это говорю, там реакция: Абу Хурейра, не верю. И этот человек ушел из моей жизни, мы с ним попрощались. На вопросы им заданные меня заставили углубиться в это все. И здесь Хаммам ибн Мунаббих. Я увлекся сахифой, которая передана от него, потом, правда, обнаружил, что, по моим представлениям, сам Хаммам записал это все, что он слышал от Абу Хурейры. Выяснилось, что это не так. Выяснилось, что у сахифы есть иснад. Вся сахифа передана в наличии у нас есть в муснаде имама Ахмада, и там имам Ахмад передает всю сахифу, по-моему, 136 или 138 хадисов, не помню уже. Иснад идет, Ахмад передает от Абдуразака, Абдуразак от Ма'мара, Ма'мар от Хаммама ибн Мунаббиха, тот от Абу Хурейры и от посланника Аллаха. И потом пошли весь перечень этих хадисов уже без иснада идут у Ахмада. Абсолютно, очень много хадисов этих есть у Бухари в Сахихе, у Муслима, у самого Абдуразака в Мусаннафе. В общем, такая ситуация. Потом это меня привело, когда я в этих иснадах рылся, копался. Для меня открылся огромный мир, связанный с тематикой, о которой я раньше уже упоминал. Меня, как я сказал, еще с 2011 года заинтересовал вопрос риваята заблудших групп, как бы. Я уже об этом высказывался. Но вот то, что я тогда сказал, что книги Сунны переполнены такими передатчиками, буквально сотни этих человек, я тогда
обмолвился, сказал, что у Бухари их сотни. Это не совсем правда. Может быть, сотня, может, еще больше. Ну, короче, там очень много таковых. А сотни, они есть во всех других сборниках хадисов. Может, еще и больше. Аллаху алям. Надо смотреть. И, в общем, я еще больше углубился в эту тематику благодаря этому всему. Нашел биографии этих людей. И, в общем, тружусь на этом поле до сих пор. И когда-нибудь начну показывать, делиться с вами всем тем, что я накопал. И в этих темах тоже. Здесь можно сказать, еще добавить, я в личной жизни с ними не знаком. Мы все знаем, что появилась организация, которая сказала, что мы все самые главные мусульмане в этом мире. И, конечно же, я от них крайне далек. Считаю их своими врагами этой общины. И они, конечно же, соответствующим образом относятся к этой общине и ко мне, естественно, в том числе. Здесь же обмолвлюсь то, что многие не хотят слышать, но это то, в чем я утвердился. Большинство воззрений этих людей имеют основание в надждийском призыве. Повторяют очень многое за ними и стоят на этих позициях. Поэтому между первыми надждийцами и этими для меня практически разницы нет. Там они между собой уже в деталях каких-то копошатся, развивая из этих больших, делая из этих мелочей огромные темы, пишут друг на друга разного рода опровержения, но это все уже неинтересно. В отношении салафитов я говорю, что салафиты – это крайне разрозненная группа, настолько разрозненная, что очень тяжело их собрать между собой. Есть имена, на которых они объединяются, при этом, конечно же, уровень следования за этими именами очень условный. Всех их объединяет почтение к шейху исламу Ибн Таймии рахимахуллах. Но я убежденно говорю, что очень многие из них очень сильно далеки от него, прямо глобально. И этому я собираюсь посвятить немало материалов впоследствии. Есть отдельная ветвь салафизма, которая жестко стоит на надждийских позициях. Есть отдельно условные албаниты, так называемого захаритской. Сегодня еще принято называть это захаритским подходом. Есть люди очень относительно умеренных взглядов, которые следуют за Ибн Самином, который пытался надждийский призыв очень умиротворить, скажем так. И другие, более близкие к нам, салафитские, саудийские ученые. Есть салафиты, которых сами некоторые салафиты обвиняют в ихванизме, хотя те говорят, что нет, это не так. Есть салафиты, которых мы знаем как мадхалия, которые между собой разделены, опять же, на бесчисленное количество делений. Вообще салафизму характерно это деление, когда каждый чуть ли не каждый студент по мере своих получения своих знаний, которые он сам систематизирует под себя, сам делает тарджих всему, сам определяет, что достоверно, что недостоверно, что правильно, что неправильно. У каждого из них бывает своя группа поддержки и клубы. И все это салафи. И между собой, как мы все это знаем, все это на виду, огромные дебаты, крупные столкновения, обвинения, даже вплоть до такфиров, само собой, обвинения в заблуждениях. И это все этот страшный винегрет. И все это мне страшно не нравится. Я очень далек от этого.
Я отдельно выскажусь, что шейхуль ислам, который объединяет все салафитское движение, для меня крайне почитаемая личность. В плане его жизненного пути большего восторга у меня не вызывает вообще никто из ученых. Нет ученого, который в такой степени для меня был важен как историческая личность. Что человек прошел, в чем себя проявил, его знания, его храбрость, его джихад на пути Аллаха против неверных, его там испытания в тюремных заключениях, то, как он себя вел со своими оппонентами, его великодушие, его благородство. Все это, у меня сейчас мурашки по коже, все это меня не может оставлять равнодушным, просто в восторге. При этом его взгляды далеко не всегда я разделяю. Здесь мне пришло в голову высказаться в отношении ингушской салафии. Я хочу сказать, что несмотря на то, что, в общем, достаточно критично отношусь ко всему тому, что творится в салафитской среде, о чем я уже говорил, но хочу отдельно сказать, что именно ингушская салафия вызывает во мне достаточно позитивное отношение. Я вообще не наблюдаю каких-то, то есть скрытые мы не лезем, но я не наблюдаю в ингушской салафии каких-то неприемлемых, по-настоящему неприемлемых для меня вещей. То есть какие-то разногласия наверняка есть, можно какие-то вещи уточнять, можно с чем-то не соглашаться, но зла, вот именно зла, с тем, с чем бы я враждовал, в ингушской салафии у меня нету. За много лет моих наблюдений за разного рода имамами, я за всеми не услежу, это практически невозможно, всех пересмотреть, всех обо всем знать. Но главные имамы, особенно старшего поколения, за ними я в большей степени следил всю свою жизнь, по большей части вызывают во мне и уважение, и почтение, несмотря на то, что, естественно, у меня есть взгляды, с которыми я с ними не согласен. Особенно хочу выделить, там, например, политические вопросы. Мы все знаем, что у салафитских алимов и ингушетий бывают фетвы, позиции, связанные с приближением к власти, которые на момент моего пребывания в Кин, ну, естественно, Кин, само собой, еще более, чем я, осуждал. Единственное, что хочу сказать, и для меня это важно, что все политические моменты салафитских алимов Ингушетии я снимаю, оправдывая их положением, в котором они находятся. Это важный разговор вообще, который достоин отдельного обсуждения. Я бы хотел, чтобы и в Кине об этом высказались, в том числе, и чтобы люди захотели с ними это все обсудить. Сам же от себя скажу, что я ничего не требую от них в этом плане. Потому что для меня люди под принуждением, по большому счету, можно считать, что вот это не надо было сказать, вот все не надо было сказать, вот такие фетвы неправильные и тому подобное. Но моя позиция такая, что я их считаю угнетенными, что они буквально находятся в тюремных условиях, в моем представлении, и требовать от них чего-то большего, я считаю, что я не имею права. Те люди, которые считают, что они должны себя вести по-другому, должны выучиться, во-первых, во-вторых, стать на минбар и говорить то, что они хотят, чтобы говорили эти алимы.
Для всех дороги открыты. Хамзат, кстати, Чумаков предлагал Исламу Белокиеву занять его место. Я думаю, до сих пор это место для ислама открыто. В общем, вот так. Здесь с моей стороны больше добавить пока нечего. А так, это большая тема для обсуждения. Я призываю общество подключаться к этому. Хизбут Тахрир. Это организация, которая, как я уже ранее упоминал, помогла мне выйти из куфров, в которых я находился. Я ей за это очень сильно, им за это очень благодарен. До судного дня буду делать дуа за них и так далее. Были близкие люди из этого окружения на протяжении всей моей жизни вокруг меня. Но последние годы как бы сильно уменьшились. Именно потому, что я из года в год, особенно последние годы, сильно от них отдалился. Первое, что меня от них отдалило, это когда я у них получил знания, я уже об этом говорил. Потом на протяжении многих лет, время от времени я продолжал это делать, встречаясь с наиболее авторитетными людьми из них, которые в их среде считались обладателями знания. И они в какой-то момент предложили мне вступить в джамаат. Окей. Каковы условия вступления? Ты должен принять присягу. Хорошо, что из себя представляет эта присяга? Вот до сих пор прямого ответа мне так и не дали. Я задавал эти вопросы на форуме неоднократно. Четкого ответа так и не получил. То есть я знаю, что она из себя представляет со слов критиков этого джамаата. В свое время один кто-то в Крыму был, который эту их присягу выложил. Там говорится, что ты должен принимать принятые книги хизба и соглашаться с ними внешне, даже если внутри ты с ними не соглашаешься. Ты должен подчиняться принятым книгам. Что такое принятые книги? У них много написанных книг. Есть понятие принятых и непринятых. Принятые книги – это те, в большинстве своих книги Такиюддина Набахани, основателя этого джамаата, которые обязательны к прохождению. Сначала ты одну проходишь, потом вторую, потом третью и так далее, и так далее. Ну, по мере твоего роста. Есть книги, написанные другими амирами, которые, например, могут быть непринятыми. Ты можешь с ними соглашаться или не соглашаться. Ты можешь их оспаривать и тому подобное. Если я понимаю, зачем делается принятыми табани, это у них называется, книги для административного устройства, я это понимаю. Когда ты для того, чтобы джамаат функционировал, принимаешь правила функционирования этого джамаата. Но когда ты принимаешь книги, в которых имеются разногласия среди ученых с давних пор и по сегодняшний день, Тахидин, например, что-то высказывает, и даже если я с ним соглашаюсь, вот он говорит то, что не согласен с какой-то частью из ученых, а какая-то часть с ним согласна. Но вот делается это принято. Зачем? Особенно в сфере акиды, где сам Такиюддин говорит, что государство, например, не должно вмешиваться в эти вопросы. Если вы хотите построить государство исламское, и сами говорите, что оно не должно вмешиваться в вопросы акиды, но второстепенные вопросы акиды, в которых есть большие разногласия среди людей, зачем вы сами это делаете принято? Непонятно. Вопросы фикха, в которых есть ихтиляф, там, в социальной сфере, обязательно никаб носить или не обязательно. Принято, что не обязательно, не является обязательным для мусульманок ходить в никабах. Это принятое мнение. Почему вы его обязываете для себя? Нет никакой нужды для того, чтобы обязывать это внутри джамаата. Кто-то считает так, кто-то считает по-другому. Но цель может быть одна, она главная – построение государства.
Короче, вот такая первая непонятка у меня с ними. Вторая непонятка была не столь существенная, касалась того, что Набхани писал книги, они потом редактировались. Они изменялись, какие-то часть текста удалялась, что-то даже добавлялось туда. И я считал, и продолжаю считать это неприемлемым. Для этого есть комментарии, для этого есть ссылки. Ты что-то удаляешь, какой-то текст, его не надо удалять. Надо сказать, что мы сейчас вот эту часть текста не считаем правильной и так далее. Тем более, когда вы добавляете что-то, люди цитируют эту книгу, говорят, что ее написал, что это слова Тахвидина, в то время, когда они не являются словами Тахвидина. И вообще вот этот вопрос, он просто как дважды два для меня. Это простой вопрос, который очень просто решить посредством комментариев и сносов. Нет, вот так. Я вообще не понимаю это. Потом, как я ранее упоминал, вопрос, связанный с Муавией ибн Аби Суфьяном, они не считают его сподвижником. Это для меня неприемлемо, по большому счету. Потом в теме Азаб аль-Кабр они считают эту тему зан, что она предположительная, в то время, когда для меня очевидно, что она категорична. Оценка, данная Тахвидином, то, что хадисы на тему Азаб аль-Кабр является ахад, однозначно, 100%, без сомнения, кат'ият для меня, что это крайне ошибочное суждение. Люди не хотят даже разбираться, не хотят в это вникать, просто делают таклид за Набхани, в то время, когда сами говорят, и сам шейх говорит, что таклид в акиде запретен. Сами нарушают это правило и не хотят даже это слышать ничего об этом. Годами я им говорил на эту тему, годами люди услышали, пропустили и идут своим чередом, не занимаясь этой тематикой. Я не видел ни разу, чтобы кто-то из них поднял и протопил эту тему от и до. Даже не до и до, просто поднял эту тему на должном уровне. Я не видел, может, есть. Аллаху алям. И потом вот это все привело к тому, что я 100% для себя решил, что я с ними не связываюсь. Но, так как цель меня устраивала, я помощник вам в этой цели. Несомненным образом, по мере своих сил. Тематика еще одна, она не глобальная, и я не знаю ответов на вопросы это со стороны авторитетов этого джамаата, но были внутренние вопросы в моем окружении, что я спрашивал их, возможно ли существование исламского государства вне халифата. В моем окружении считалось, что нет, что эмиратов, имаматов по шариату быть не должно. Я с этим не согласен. В каком плане? Что не должно, это значит, есть лучшее, есть правильное, но при отсутствии правильного вообще, если для меня существует правило, которое, опять же, у Ибн Таймии я прям усвоил от него, это, что все обязательства, и, кстати, и у Ибн Самина много ответов по этому поводу, что обязательства по мере возможности. Ты можешь выполнить какое-то обязательство, ты его делаешь. Если ты не можешь, ты понижаешь свою планку. До тех пор, на что ты способен, что ты можешь реально сделать. Но там есть вот этот максимализм, с которым, опять же, я не согласен. Ну и популизм. Постоянные разговоры о том, что вот сейчас. И это все длится десятилетиями, и сейчас все нету, но они вот верят, что вот сейчас у них все будет, вот Америка сейчас умрет, вот сейчас Россия умрет, вот все умрут, у нас все будет хорошо. Это чистейший популизм, не имеющий никакого веса в настоящей правильной аналитике. Был период, когда я от них отошел, но читал их аналитику, думая, что в политическом плане, так как это политическая партия, у них должны быть хорошие анализы, и в какой-то степени я им доверял, но потом, когда сам начал влазить в аналитику, прям очень много того, с чем я не соглашался и продолжаю не соглашаться. Это все, что касается несогласия. Есть очень хороший плюс у этого джамаата, это отсутствие вообще крайних взглядов в плане такфиров, обвинений других людей. То есть нету этой мании
кого-то постоянно подавлять для того, чтобы себя возвысить. Да, есть желание себя считать избранной группой, но это не связано с такфирами и обвинениями в бидатах и тому подобное. Они очень хорошие братья-мусульмане. Они на тебя смотрят как на твоего брата. И даже когда ты с ними вот выясняешь отношения в плане их воззрений, да, бывают терки, но никогда у меня с ними, при том, что очень жестко спорили, никогда это не переходило на какие-то такие неприемлемые прямо. Были неприятности, конечно. Но вот то, что я наблюдаю в других группах, я вот этого крайнего негатива от них не видел. И это то, чем я ими очень сильно доволен. Как я уже неоднократно говорил, есть много тем, в которых я, откровенно говоря, колеблющийся человек. Мало того, я считаю, что те темы, в которых я колеблюсь, например, если они тяжелы для меня, то 100% они тяжелы для 99%, если не больше, людей это общения. Люди не вот эта масса людей не погружена в это все даже на моем уровне. Если я не могу определиться, то тем более они. Хотя они, конечно же, определяются, многие из них. Многие из них повторяют за теми людьми, которыми они считают своими авторитетами, что-то повторяют, не вникая, не разбираясь, не зная последствий своих слов, что вытекает из этих слов. Люди над этим всем не размышляют. Люди такфирят на основании слов каких-то имамов. Как только ты их начинаешь расспрашивать, а что, если так, то вот так, а если так, то сяк, теряются. Это говорит о том, что нет основ по-настоящему. Многие эти разногласия я считаю неважными. Конечно же, с этим не согласны те ученые, которые рубились мечами, грубо говоря, с собой пером, устраивая грандиозные баталии между собой. Они, конечно же, со мной не согласны, но я вот так на это смотрю. Я вообще вижу, что люди, которые, например, погружались, а я себя к таковым отношу, я по большей части смотрю на это глазами историка, пытаюсь, во всяком случае, это делать. И вот алимы, которые были погружены в историю, у них взгляд часто совпадает с моим. Тот же Захаби, тот же Ибн Касир, тот же Мизи и другие. Сафарди, они как бы пытаются немножко стать над всем этим. И это влияет на их оценки, и они мне очень близки. Особенно Захаби. Я очень, опять же, тоже влюблен в этого человека. Его метод понимания этих разногласий, его оценки, которые он дает ученым, как он их дает, в подавляющем большинстве находят отклик во мне. Я зачитываюсь его книгами, его оценками, очень часто солидаризируюсь с ним, и вообще он вызывает в плане справедливости суждений, он для меня идет вообще отдельно стоит от всех остальных. Следующая. У нас интересная история с тем, что люди на основании некоторых моих слов, я виноват в том, что допустил подобное, говорят о том, что я там шиит. В то время, когда я сказал, что во мне присутствуют некоторые шиитские воззрения, которые были у саляфов. Люди не услышали то, что я сказал. К концу услышали только то, что у меня есть шиитские воззрения. Здесь я хочу прояснить. Итак, я изучал достаточно подробно, опять же, намного выше среднестатистического уровня знания о шиизме у меня присутствует. Я не имею ни малейшего отношения к тому, что сегодня называют шиизмом. Это имамиты, то, что распространено в Иране или Ливане,
То есть вообще не имею никакого отношения. Почему? Потому что для меня ученые этого течения не представляют ни малейшей, вот вообще ни малейшей ценности. Я ничего не беру у них из религии. Я не читаю тафсиров шиитов. Хадисы я их не принимаю как достоверные. Тафсир не принимаю как достоверные. В общем, ничего я у них не беру. Zero. Ноль. Но что касается моего шиизма, это касается того, что я далеко не сразу к этому пришел, но пришел к выводу, что я отдаю предпочтение Али ибн Абу Талибу над Усманом ибн Аффаном, не делая из этого никакой принципиальный момент. Это не является принципиальным моментом моей жизни. Я не хожу никуда, никого об этом не говорю, в принципе. Просто это моя личная позиция. Так же, как часть из салифов, и это можно, опять же, у Захаби прочитать, например, что он указывал, что часть салифов исповедовала это, и это не считалось там чем-то страшным. То есть те некоторые прям глыбы из числа имамов, как, например, Абдуразак, я ребенок по сравнению с ним вот, в плане шиизма. То есть я не на его позициях. И таких более жестких шиитов среди салифов было намного большое количество. Я, опять же, к этому тоже часто не имею отношения. Но выскажусь, в чем мой шиизм заключается. Это в том, что я превозношу Али над Усманом, да будет доволен ими Аллах, и я критикую Муави ибн Аби Суфьяна в его войне против Али. Принципиально важно, не считая, не оправдывая его иджтихадом в этом восклицательный знак. После того, когда был убит Аммар. Его позиция, его реакция на убийство Аммара аннулировала возможность истолковать его деяние как иджтихад перед Аллахом, с моей точки зрения. До этого он у меня под оправданием. Очень натянутым, но оправданием. При этом он для меня сподвижник посланника Аллаха. Я желаю ему довольства Аллаха над ним, потому что у него огромное количество благих дел. А за плохое он понесет ответственность перед Аллахом в соответствии с желаниями Аллаха. Но моя личная задача заключалась в том, для себя быть честным перед собой и сказать, что здесь никакого места для иджтихада нет. И в свое время у меня очень много всего в планах сделать. И, конечно же, я очень замедленно делаю то, что я делаю. Но когда-то я эти вопросы проясню. Пока лишь я их оглашаю. В принципе, я себя связываю только с суннитской традицией. Не потому, что я рожден в суннитской традиции, потому что это результат анализа, длившегося буквально уже 2 десятилетия. Я пришел к однозначному выводу о том, что достойной внимания является только суннитская традиция. Опять же, я не делю ашариты, не ашариты. Я в общем говорю суннитская традиция. Потому что в ней есть, и только в ней есть настоящая концентрация этой религии, так, как она была при посланнике Аллаха во всем его объеме. Это очень важно понять. То есть я встречался в своей жизни с одним ибадитом, Кирилл Семенов, кто знает, Абдул-Малик Московский, он же. Человек русский, принявший ислам, но ушедший в ибадизм. У меня свои психологического характера объяснения, почему он так поступил. Я в них не вдаюсь, но
Я с ним поговорил, побеседовал, мне было интересно узнать, каким таким чудом произошло, что он ушел в ибадизм, в котором знать никто ничего не знает на постсоветском пространстве. Ничего убедительного он мне не высказал, но я ему задал вопрос, мутаватир есть вот, понятие в религии? Несомненное знание о чем-то. Вы религию как берете? Какие сборники сунны у вас есть? Он мне называет Муснат Раби ибн Хабиба. При этом я знаю, что шейх Албани, например, вообще ставит под сомнение существование даже Абу Убайды, от которого большинство хадисов в этом сборнике есть у Раби ибн Хабиба. Но даже если принять, что он достоверный, этот сборник, даже если принять, что был такой человек, что он, предположим, достоверный сам по себе, мутаватир не получается. Вы не можете вообще, вот, ибадиты, предоставить мутаватир нам, суннитам, без того, чтобы брать религию от нас, взять наши сборники. То же самое касается зайдитов. У них есть Муснад Зайда ибн Али, и все на это, насколько я знаю. А суннитский мир – это просто сказка. Это просто океан на океане, на океане. Множество океанов. Множество. То есть, как один брат недавно высказался, например, если мы уничтожим Бухари и Муслим, у нас не будет их. Мы сделаем вид, что вообще не существовало ни Бухари, ни Муслима, никогда. Даже если мы представим себе, что все 6 сборников сунны известных, все они уничтожатся, мы все равно будем иметь все хадисы, которые есть в этих сборниках, уже переданные от других имамов сунны. Вот настолько суннитская религия фундаментальна. И настолько слаба все остальное. То есть, если у тех же шиитов, исмаилитов, этих 12-десятников убрать Улейни и Кумми, и Ас-Садука, все, религии нет. А нас, как я сказал, дела обстоят категорически другим образом. Великолепным, которые ввергают в восторг. Поэтому я повторяюсь, только суннизм, но суннизм во всем его разнообразии, и это разнообразие меня удовлетворяет даже там, как я уже ранее говорил, где ученые устраивали конкретные рубки между собой. Я часто вообще не понимаю нужды в такого рода рубках, но это уже личное мое мнение, которое не имеет никакого веса в общении, просто я, так как я вам о себе рассказываю, я говорю эти вещи. На этом, наверное, можно заканчивать этот очень длинный экскурс. Я самые главные вещи, по-моему, высказал. Поэтому благодарю за внимание и приглашаю, впоследствии я как-нибудь определю день, когда на своем телеграм-канале я устрою эфир, посвященный вот этому видео. Желающие задать мне вопросы смогут это сделать. Естественно, еще раз повторяюсь, будет очень жесткая модерация, не только мною, где мы сможем пообщаться в жестких рамках исламского адаба. На этом завершаю. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.